Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Мацахова Самата Аскаровича и Джаныбекова Нурсултана Джаныбекова считается оконченным. Предоставляется право заключительной речи. Пожалуйста, Мацахов Самат Аскарович, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Микрофон включите. Уважаемые участники процесса, мы полностью поддерживаем заявленное ходатайство о признании части 2 статьи 307 и 417 УК Кыргызской Республики, не соответствующей статье 55, части 2 статьи 56, части 1, 2 статьи 61, статьи 64 и частей 4 и 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Мы считаем то, что именно в данном случае усматривается несоответствие Конституции, и то, что именно хотелось бы отметить, то, что именно частное определение может быть обжаловано вместе с итоговым судебным актом. Это указывается как право, но именно право суда принять решение по данному случаю нет. Более того, мы считаем то, что статья 64 Конституции Кыргызской Республики, она все-таки отсылает на закон об адвокатуре Кыргызской Республики. Адвокатура Кыргызской Республики рассматривает только обращение судов, но не усматривается именно частного определения. А частное определение – это отдельный судебный акт, который должен исполняться именно в практике. Бывало, когда в отношении меня вынесли частное определение, но именно комиссия по этике сначала оставила без рассмотрения, но судом было дополнительно направлено письмо, чтобы исполнила комиссия по этике. В данный момент оно приостановлено, производство, в связи с тем, что рассматривается вопрос конституционности именно части 2 статьи 307 УПК Кыргызской Республики. Вот. В этой связи мы все-таки считаем, то, что именно в данном случае есть злоупотребление со стороны судей, вынесение частного определения. Это вот кейс Джаныбекова. Также в отношении меня было вынесено, когда я заявил отвод судье за то, что он открыл судебное разбирательство и начал рассматривать без прокурора. В связи с тем, что я ему сделал замечание, как вы можете рассматривать ходатайство в отсутствии прокурора, он вынес в отношении меня частное определение за то, что я как бы унизил статус судьи перед общественностью, СМИ. Вот, с такими моментами были. В этой связи, уважаемый суд, мы считаем полностью наши доводы обоснованными и несоответствующими Конституции. Просим удовлетворить наше ходатайство вместе с ходатайством об уточнении требований в резолютивной части в полном объеме. Присаживайтесь. Джаныбеков Нурсултан Джаныбекович, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо, уважаемый председательствующий. И я хотел бы отметить, что когда выносится частное определение, действительно, лично мной бывают моменты, когда все, на этом все, судебный акт вынесен, и меня, скорее всего, лишат лицензии. И я в таком положении был, когда вынесли в отношении меня частное определение. Но за что? Я хотел объясниться перед апелляционной инстанцией, поскольку я там не находился во время судебного заседания. А в Уголовном процессуальном кодексе прописано: во время судебного заседания, если не подчиняется, если нарушаются законы или нарушает этику и так далее. Но для чего был вынесен судебный акт? Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Дело носило интимный характер, поэтому я не буду огласить фабулу дела, но я просил суда, чтобы суд исключил из судебного заседания своего помощника, потому что это закрытый судебный процесс. Статус помощника не определяется Уголовно-процессуальным кодексом, помощника судьи. Я сказал суду: уважаемый суд, я заявляю отвод, поскольку вы допускаете нарушение Уголовно-процессуального кодекса, то есть, получается, секретарь находится, участник судебного процесса, и здесь сидит помощник судьи. Я говорил: почему помощник судьи находится в зале судебного заседания, если дело рассматривается в закрытом процессе? И судья делает замечание: не надо там указывать или там учить суда. Я сказал: хорошо, тогда я заявляю отвод.
И на этом вопрос был закончен. И на следующий день, то есть получается, каждую неделю было поставлено заседание, и я сказал, уважаемый суд, я возражаю, поскольку каждую неделю невозможно, ни юридически, ни практически невозможно участвовать в судебном заседании. И он ссылается, что есть письмо прокуратуры, что прокуратура просит быстро рассмотреть данный процесс. Я считаю, тогда прокуратура оказывает давление на судей. Почему прокуратура направляет письмо судьям, чтобы рассмотрели в ускоренном порядке? И в материалах дела имеется письмо участвующего гособвинителя. Я тоже возразил. И на следующий день я оставил ходатайство, чтобы отложили судебный процесс с указанием, с приложением повестки Первомайского районного суда. И однако мне не сообщили результаты моего ходатайства и не сообщили, когда будет следующее судебное заседание. Я узнал через секретаря, что они вынесли постановление, то есть, получается, направили письмо в Минюст о назначении другого адвоката. Хорошо, я не возразил на этот момент. И на следующий судебный процесс, когда я явился, то есть не на тот момент, когда я просил отложить. И когда я явился, суд указал, чтобы я покинул судебное заседание. Я сказал, уважаемый суд, я являюсь выбранным адвокатом. И родители, когда я был на улице, и они, родители моих подзащитных указали, чтобы я участвовал, и они уточнили у меня, как поступить. Я сказал, что они могут отказаться от государственного адвоката. И, соответственно, они указали, чтобы разъяснить обвиняемым, чтобы у них есть право на выбор адвоката. И, соответственно, я находился в здании конвоира, то есть не находился на судебном заседании. И меня не пригласили, но я находился в зале конвоя, где содержатся обвиняемые. Я там указал, что если они хотят отказаться от государственного адвоката, то они могут написать заявление в Минюст об отказе государственного адвоката и дальше с продолжением выбранного адвоката. И, соответственно, они написали письмо, и я вручил это государственному адвокату, и государственный адвокат отнес координатору, и одновременно я координатору сообщил, может ли дальше участвовать государственный адвокат, если от него отказывается. Он сказал, что нет, не может. И, соответственно, когда я находился в зале суда, и государственный адвокат не явился, и потом суд спрашивает у меня, где государственный адвокат. Я сказал, я не знаю, потому что он не в моем распоряжении, он не мой подчиненный, поэтому прошу уточнить у самого госадвоката. И, соответственно, процесс просто отложили. Я сказал, я участвую, прошу рассмотреть с моим участием. И в этот момент прокурор попросил, государственный адвокат покинул здание суда по оказанию давления со стороны Джаныбекова. Якобы я оказывал давление, что вы не имеете права участвовать и так далее. То есть, получается, они не знают, на самом деле, как мы там разговаривали и так далее. И, соответственно, госадвокат на следующем процессе объяснился, что он получил отказ и ушел. И вот, то есть, получается, на этом основании мне вынесли частное определение. Я суду никакие там давления не оказывал, я никакие там нарушения закона не допускал, я судебного заседания не просил там, то есть, получается, я находился, но просто суд отложил. И потом, когда вынесли приговор, после этого суд начал зачитать частное определение. Я сказал, хорошо, можете выносить, то есть моя позиция не была учтена. И потом я хотел уточнить, на основании чего было вынесено частное определение, хотел уточнить у суда, то есть уточнил, суд закрыл судебное заседание и зашел в свой кабинет. И, соответственно, судебное заседание было завершено. И потом я обжаловал, и когда обжаловал, я мог обжаловать, я высказался свое мнение относительно частного определения, но решение апелляционной инстанции не смогла принять решение, сославшись на статьи 417-416 Уголовного процессуального кодекса. Они просто прекратили апелляционное производство. И поэтому, уважаемый суд,
Я почему считаю, если они могли направить письмо в адвокатуру, в комиссию по этике, я мог объясниться там, и я высказать свое мнение относительно обращения либо сообщения суду. Я готов нести ответственность, потому что я готов, то есть получается, несмотря на то, что если суд направил бы обращение, я готов был нести ответственность, если мной было допущено нарушение. Я как законопослушный, как юрист, я всегда буду нести дисциплинарную ответственность, профессиональную ответственность. То есть получается, я никак не буду уклоняться от ответственности. И потом я написал в Совет судей жалобу за то, что помощника допустили и незаконно вынесли частное определение. Они, ссылавшись, возвратили мои жалобы, ссылавшись на то, что у меня нет никаких доказательств. Все. И поэтому, уважаемый суд, я считаю, что здесь была нарушена независимость адвоката, нарушена статья 100 Конституции Кыргызской Республики, то есть противоречит то, что у апелляционной инстанции нет полномочий разрешить такие подобные судебные акты. Однако право обжаловано стоит, но нет, соответственно. То есть, получается, в судебном акте частного определения тоже указывается «тоқтотулсун, чара көрүлсүн, тийиштүү чаралар көрүлсүн». Это на русском звучит, ну, я думаю, вы прекрасно знаете. И поэтому, уважаемый суд, мы пришли к выводу, что необходимо подать в Конституционный суд, чтобы регулировать данный процесс. Я, посовещавшись со своим коллегам, решили подать данное обращение, где мы просим, чтобы вы рассмотрели и дали свою конституционную позицию. Поэтому, уважаемые судьи, уважаемые председательствующие, уважаемые судьи Конституционного суда, я прошу, чтобы рассмотрели данный процесс. Надо урегулировать на законном основании. Как нам поступить, если судебный акт вносится в таком виде, чтобы именно в утвердительной форме чара көрүлсүн и токтотулсун, ажыратылсын. У меня все, уважаемый суд. Я извиняюсь за русскую грамматику. Я обычно выступаю на кыргызском. Самат Кыштыбекович, вам предоставляется право заключительная речь. Уважаемые судьи Конституционного суда, в большинстве стран мира применяются схожие меры воздействия для поддержания порядка в суде и обеспечения уважения к правосудию. При этом учитывается тяжесть правонарушения, а также процессуальное положение участника процесса. Основной задачей уголовного процесса является не только наказание виновного, но и защита прав законных интересов всех участников процесса. Суд своим частным определением не должен предписывать принятие конкретных мер дисциплинарного взыскания, а привлекать внимание к фактам нарушений, содействия их устранению, предупреждая повторных случаев недобросовестного исполнения обязанностей, в отношении которого вносится частное определение, вправе присутствовать на заседании комиссии, проводить свои аргументы и факты, в последующем случае несогласия принятым решением обжаловать его в судебном порядке. Руководство статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики, Конституционного суда Кыргызской Республики, просим ходатайство Мацака Самата Аскаровича, Джанбека Нурсултана Джанбековича о проекте конституционной части 2 статьи 37 Уголовного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим статьи 55, статьи части 2 статьи 56, части 1 2 статьи 61, статьи 64, части 4 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Все, да? Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Мацакова Самата Аскаровича и Джанбекова Нурсултана Джанбековича о проверке конституционности части 2 статьи 307 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики с учетом ходатайства об увеличении объема требований считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.